Добрый день, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры. Мы начинаем прямую трансляцию торжественной божественной литургии в честь праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы из сердца Татарстанской митрополии, Казанского собора, Казанского Богородицкого монастыря. Божественную литургию возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в сослужении архипастырей и священнослужителей Татарстанской митрополии и гостей Казанской епархии, прибывших на сегодняшние торжества. Мы видим, как в Казанском соборе, участвующее в богослужениях духовенства, выстроилось для торжественной встречи правящего архиерея и преосвященных архипастырей, участвующих в совершении сегодняшней божественной литургии. Напомним, что сегодняшний праздник также является государственным праздником, Днем народного единства, и установлен он в память избавления Москвы от иностранных интервентов в 1612 году, связан с окончанием смутного времени, теми трагическими, драматическими событиями в истории нашей страны, в ходе которых состоялось всероссийское прославление недавно явленной в Казани чудотворной иконы Божией Матери. Казанская икона Пресвятой Богородицы была обретена в ограде Казани 8 июля 1579 года. И вот спустя 33 года, в 1612 году, она становится одной из главных святынь народного ополчения, освободивших Москву от иностранных интервентов. В честь явления иконы Божией Матери в ограде Казани установлен праздник, который поныне совершается 8 июля по старому стилю или 21 июля по новому календарному стилю. Осенний праздник 22 октября по старому и 4 ноября по новому стилю установлен в честь чуда освобождения Москвы от иностранных интервентов. Кстати, вот этот праздник, он ведь был установлен в 1649 году, так спустя 30 с лишним лет после событий. Да, действительно, это так. Какое-то время это празднование носило местный характер, но после того, как во время вечернего богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери у государя Алексея Михайловича родился долгожданный наследник, он повелел этот праздник праздновать всенародно, и с тех пор этот день становится общероссийским церковным торжеством. Так, а День народного единства у нас стал с 2005 года. Да, это уже в новейшее время к этому дню был приурочен праздник День народного единства. Вот сейчас нам операторы показывают красоту Казанского собора. Я думаю, еще не все в нем сумели побывать. Вот обратите внимание, это медальоны в иконостасе. Очень красивый. Это внешний вид собора. Думаю, что многим интересно посмотреть, как это все выглядит. Стиль классицизма. Да, действительно, Казанский собор – это один из выдающихся образцов русского классицизма конца XVIII – начала XIX века, когда он был заложен и построен по проекту архитектора Старова. И вот воссоздан буквально в наши дни, на наших глазах. Этот собор из руин был возрожден и стал одним из главных православных храмов Татарстана. Вот сейчас мы все еще ожидаем появления митрополита. Мы ожидаем прибытия митрополита Кирилла и начала божественной литургии. Усилившийся праздничный звон возвещает нам о прибытии архиерея к собору. А вообще ведь ожидание это тоже очень важно. Это такой настрой. Это
Это праздник. Да, это вот такой, может быть, небольшая пауза, которая как раз должна настроить, мысленно подготовить нас к участию в совместной молитве, каковой является божественная литургия. Напомним, что в переводе с греческого литургия означает общее дело или общее делание, тем самым показывая, что это не какая-то частная, не индивидуальная молитва отдельного человека, это то богослужение, где едиными устами и единым сердцем верующие люди прославляют Христа и соединяются с Ним через причащение Его тела и крови. Я вот сейчас вижу священников из районов, да, и из сел. По какому принципу вот на такую торжественную службу приглашаются священники? Ну, в такие торжественные дни стараются максимально пригласить священнослужителей с тем только, чтобы не было ущерба для богослужений на местах, чтобы и в своих родных приходах люди могли также посетить богослужение. То есть там, где священнослужителей несколько, то остается один, остальные стараются принять участие в торжественном архиерейском богослужении. Количество священников не ограничено? Нет особых каких-то квот. Нет, и вот возглас диакона, премудрость, означает о том, что архиерей вступил в храм, и сейчас будет совершаться его торжественная встреча и облачение. Мы видим, как митрополит Кирилл прикладывается на престольному кресту, который держит один из священнослужителей, осеняет им молящихся, и начнется чин архиерейского облачения. Облачившись в митрополичью мантию, владыка Кирилл берет и прикладывается к святому кресту. А что означает чин облачения? Это одна из древних традиций, когда возглавляющий богослужение архиерей совершает облачение не в алтаре, как обычные священники, а совершает облачение посреди храма, тем самым как бы вот находясь среди молящихся, так, что все могут видеть каждую деталь архиерейского облачения. Вот сейчас сослужащее духовенство прикладывается к кресту. Напомним, что в сегодняшнем богослужении принимают участие священнослужители не только из трех епархий Татарстанской митрополии, Казанской, Чистопольской и Альметьевской, но и многочисленные гости из других уголков и нашей страны, и из зарубежья, а также представители братских поместных православных церквей. В богослужениях в честь Казанской иконы сегодня принимают участие архипастырь Татарстанской митрополии, епископ Альметьевский Бугульминский Мефодий и викарий Казанской епархии, епископ Елабужский Иннокентий, а также почетные гости – это митрополит Филиппопольский Нифон, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока при Московском патриаршем престоле, и епископ Моравический Антоний, представитель Сербской православной церкви при Московском патриархате, иерарх Украинской православной церкви, самоуправляемой церкви в юрисдикции Московского патриархата, епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии, а также епископ аргентинский и южноамериканский Леонид. Начинается чтение так называемых входных молитв, молитв, которые предшествуют совершению божественной литургии. Правящий архиерей, возглавляющий богослужение, прослушивает эти молитвы в середине храма и прикладывается к местным иконам.
Текст входных молитв хорошо знаком каждому верующему человеку. С этих молитв начинается любое молитвенные правила, включая домашние молитвы. Это традиционный набор молитв Святому Духу, Царю Небесный, Три Святое, молитва Пресвятой Троицы и молитва Господня Отче наш. После этого читаются покаянные тропари и тропари для чествования образа Спасителя и образа Божией Матери. Мы видим в правой стороне от иконостаса чтимый Ватиканский список Казанской иконы Божьей Матери, главную святыню Казанского Богородицкого монастыря, к которой сейчас прикладывается митрополит Кирилл. Вот интересно, что она находится не в иконостасе, где раньше была, да, а в стороне, с правой стороны. Как вы думаете, это чем объясняется? Тем, чтобы люди не мешали богослужению? Я думаю, здесь есть и теоретическое значение, и практическое. Практически, конечно, да, потому что сейчас значительные потоки и паломников, и туристов, и чтобы они не мешали совершению богослужения, уместнее разместить ее не в центральном иконостасе, чтобы во время богослужения также могли к ней приложиться. Ну и потом мы помним, что это все-таки чтимый список, а не первоявленная икона, которая когда-то до своего похищения находилась в иконостасе Казанского собора, и в этом смысле, наверное, как символически это показывает, что все же тот первоявленный образ ничто не может заменить. Так, завершился чин входных молитв, и сейчас начнется облачение архипастыря. И спросив прощения и благословению присутствующих, архипастырь осеняет всех крестным знамением, а народ устами хора отвечает ему византийским песнопением «Тон деспотинке архиеремон, кирие филате, исполла эти деспота», что в переводе на русский язык означает «Владыку и архиерея нашего, Господи, сохрани на многое лето». В русском архиерейском богослужении сохраняется значительное число песнопений на древнегреческом языке, напоминающих о том, что изначально церковь русская входила в юрисдикцию патриархата Константинопольского, и, соответственно, первые архиереи на Руси были греками по происхождению. Что он сейчас им говорит? Мы не слышим. Он приветствует служащих священников, преподает им благословение. Взяв благословение архиерея, священнослужители временно удаляются в алтарь, а он остается один посреди храма на архиерейской кафедре и из повседневных одежд будет переоблачаться в богослужебные ризы. Вот мы видим, как владыки сняли архиерейскую мантию, он снимает рясу и, оставшись в подряснике, начнет облачение в богослужебные ризы. Надевание каждой из богослужебных одежд сопровождается чтением стихов из Священного Писания, символически обозначающих эти детали облачения. Во время облачения архиерея хор поет стих, основанный на словах из книги пророка Исаии: «Да возрадуется душа твоя, о Господи, облече бы тебя в ризу спасения, и одежде веселья одея тебя». Обратите внимание, телезрители, что все священнослужители
одеты в голубые одежды. Это цвет Богородицы, Да, да? это богородичный цвет, и все богослужения в праздники, посвященные Божьей Матери, совершаются в одеждах такого небесно-голубого цвета, символизирующего ее девственную чистоту. На экране мы видим образ святого благоверного князя Александра Невского, которому посвящен северный предел воссозданного Казанского собора. Итак, возложив на себя епитрахиль, возложив на себя поручи, это такие небольшие ленты, опоясывающие запястья, архиерей припоясывается архиерейским поясом и возлагает на себя палицу, символизирующий меч духовный, которым пастырь должен отсекать все заблуждения и защищать чистоту веры. Возлагается верхнее богослужебное одеяние, саккос. На плечи архипастырю возлагается большой амафор, широкая лента, покрывающая плечи архиерея, символизирующая заблудшую овцу, которую добрый пастырь должен взять на свои плечи и принести обратно в стадо Христово. Чин облачения завершается возложением на главу архиерея митры, символизирующий терновый венец Спасителя и в то же время венцы, которыми будут венчаться праведники в Царстве Небесном. В руки митрополиту преподаны трикирий и дикирий, соединенные 3 и 2 свечи, символизирующие, соответственно, 3 лица Пресвятой Троицы и 2 природы Господа Иисуса Христа, божественную и человеческую, после чего он совершит осенение этими светильниками молящихся. Вот эти светильники, они только принадлежность митрополита. Это принадлежность архиерейской службы, ими могут пользоваться только епископы во время богослужения. Митрополит осеняет светильниками молящихся на 4 стороны света, и к нему подходят сослужащие священнослужители, в том числе участвующие в богослужении архиереи. Напомним, что в богослужении принимают участие митрополит Филиппопольский Нифон из Антиохийского патриархата, епископ Моравический Антоний из Сербского патриархата, епископ Макаровский Гедеон из самоуправляемой Украинской православной церкви в юрисдикции Московского патриархата, епископ аргентинский и южноамериканский Леонид, а также архиереи Татарстанской митрополии, викарий Казанской епархии, епископ Елабужский Иннокентий и управляющий Альметьевской епархией епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.
Высокопреосвященнейший владыка, благослови. Протодиакон спрашивает благословение предстоятеля на начало божественной литургии. Помяни нас, высокопреосвященнейший. Аминь. Из пола эти деспота. Благослови, владыко. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Прозвучал начальный возглас божественной литургии «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Кроме перечисленных гостей архипастырей, в богослужении принимают участие представители еще нескольких поместных православных церквей, в частности, Грузинской православной церкви, православной церкви чешских земель и Словакии и православной церкви в Америке. Звучит великая или мирная ектения, состоящая из нескольких прошений, призывающих верующих помолиться Богу в мире, помолиться о мире свыше, о спасении душ наших, об этом святом храме и о совершающих богослужении священнослужителях. В храме всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Кирилле, о Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Нифоне, и о Господине, преосвященнейшем епископе Антонии, о Господине, преосвященнейшем епископе Гедеоне, о Господине, преосвященнейшем епископе... Мы, конечно, знаем, что Казанская икона Божьей Матери была обретена при Гермогене, да? И насколько я вот уже прочла в летописях, то службу на Казанскую написал тоже он. Да, при святителе Гермогене началось составление этой службы, в частности, однозначно его авторству приписывается тропарь в честь Казанской иконы Божьей Матери, который мы тоже сегодня услышим за сегодняшней литургией. В момент обретения чудотворной Казанской иконы будущий патриарх Ермоген был всего лишь казанским священником, еще не принявшим монашество, носившим имя Ермолай. Впоследствии он станет казанским митрополитом, а в 1606 году будет избран на Московский патриарший престол. Именно по его благословению казанским митрополитом Ефремом, его преемником на Казанской кафедре, Казанская икона Божьей Матери будет передана отправляющемуся на освобождение Москвы народному ополчению из Казани, который присоединится к Нижегородскому ополчению. В качестве символа, в качестве победного знамени этого ополчения, эта икона пройдет этот путь и произойдет ее всероссийское прославление. А вот службы на летнюю Казанскую и осеннюю Казанскую, они разнятся или они одинаковые? В плане построения схемы богослужения практически все богослужения идентичны и состоят из одинакового набора суточных служб, в частности, торжественные праздники, в том числе в честь Казанской иконы Божьей Матери, состоят из вечернего богослужения, так называемого всеночного бдения и божественной литургии. А с точки зрения набора текстов, службы каждый день разнятся, они посвящены разным святым, разным иконам, разным праздникам, но тем не менее, тексты служб в честь так называемой летней Казанской и осенней Казанской, они одинаковые.
Вообще, вот в нашей земле, Казанской земле, да, этот праздник называют просто Казанская, там, на Казанскую. И вот это какое-то такое личностное, что ли, отношение к этому празднику, я вот думаю, это объясняется тем, что она обретена на нашей земле, или, может быть, и в других землях говорят просто Казанская. Ну, для жителей Татарстана, я думаю, этот праздник особое, конечно, значение имеет, и поэтому для нас это действительно какой-то личный, такой иногда даже сейчас домашний, семейный праздник. Отсюда такое вот просторечивое выражение, которое, однако, никак не умаляет значение этого праздника, а скорее даже наоборот, Да. говорит о том, что это действительно что-то такое родное, особо святое, особо близкое. Есть даже такое выражение о том, что праздник Казанской иконы Божьей Матери является престольным праздником и нашего города, и нашей епархии. Обычно престольным праздником называется празднование памяти того святого или того праздника, в честь которого освящен данный конкретный храм, но вот такое сравнение со всей нашей Казанской епархии, что для нее именно праздник Казанской является престольным. Вообще, мы, конечно, хорошо знаем, где и когда была обретена икона. Да, мы знаем, что нашли ее на попелище, что она была в земле примерно на метр глубиной, замотана в рукав рубахи мужской, да. Но я думаю, что не все знают, что она была, оказывается, совсем маленькая. Она была всего 26 с небольшим сантиметров на 23 сантиметра. Мы-то ведь как-то ее привыкли представлять в окладе, в золоченом, и она нам казалась большой. Сам образ очень маленький. Сам образ действительно очень маленький, такой домашний, семейный образ. Причем, когда в летописях было написано, что когда в летописи монастыря было написано, что когда ее нашли, она была очень яркой, очень светлой, как будто только что написано. А вообще существует более 1500 образов Казанской иконы Божьей Матери, да, и существуют они как в России, так и за границей, и даже на Кубе. И вы знаете, вот, возможно, и ведь где-то существует и первообраз, потому что ведь многие образы в частных коллекциях. Да, такая точка зрения тоже есть. Все-таки очень многим хочется верить, что похитители, совершившие кражу в 1904 году из Казанского собора, чудотворной Казанской иконы Божьей Матери и находившиеся рядом с ней иконы Спаса Нерукотворному, что они все же не уничтожили эти иконы, а кому-то их перепродали. Мне тоже так хочется верить. А вы как к этому относитесь? Будем надеяться, что это действительно так, и тогда чудотворная святыня рано или поздно сможет вернуться в воссозданный ее дом, Казанский собор. Да, наверное, просто, промысел Божий, вот во всем есть промысел Божий, он нам не ясен, неизвестен, но я думаю, что придет время, и она вернется. Мы слышим возглас на английском языке, напоминающий нам о том, что в сегодняшнем богослужении принимают участие представители не только Русской Православной Церкви, но и братских поместных православных церквей. Мы видим, что большая часть духовенства пока еще находится на середине храма, поскольку совершается подготовительная часть литургии, состоящая из 3 ектеней и перемежающих их антифонов. Вот как раз сейчас мы слышим 2-й антифон. После этого духовенство войдет в алтарь. Пока что в алтаре находится лишь несколько сослужащих священников, которые произносят возгласы. И мы видим, что возглавляющий богослужение архиереи пока находится на середине храма. Это напоминает нам о том, что, собственно, само действие божественной литургии еще не началось. И только с того момента, когда архипастыри войдут в алтарь, начнется, собственно, божественная литургия. А пока мы с вами иногда на кадрах видим вот центральный иконостас, отделяющий основное пространство храма от алтаря, от святая святых храма, где совершается таинство Евхаристии. Посреди алтаря находится Святой Престол. Это 4-угольный стол, напоминающий нам о том обеденном столе, на котором Господь совершил тайную вечерю, в ходе которой было установлено таинство Евхаристии, таинство причащения тела и крови Христовых. За алтарем находятся
Так называемое горнее место – это восточная, самая дальняя часть алтаря, символизирующая небеса, символизирующая Царство Небесного. И посреди горнего места находится архиерейский престол, находится седалище, на которое может садиться только правляющий данной епархии, правящий архиерей данной епархии. По сторонам от его седалища находится так называемое сопрестолие, то есть седалище для сослужащих архиереев и священников. Прозвучал гимн, написанный в VI веке императором византийским Юстинианом Великим, гимн «Единородный Сыне и Слове Божий». Последняя малая Ектения возвещает приближение так называемого малого входа, входа священнослужителей в алтарь для совершения божественной литургии. Возглас прозвучал на грузинском языке, был произнесен представителем грузинского патриархата. Звучат евангельские заповеди блаженства, являющиеся третьим антифоном божественной литургии. Духовенство готовится к совершению малого входа, входа с Евангелием, в ходе которого Святое Евангелие будет внесено в алтарь, возложено на престол и тем самым положит начало совершению, собственно, божественной литургии. В предшествии свечей и кадил, в сопровождении репит, таких своеобразных металлических опахал, Святое Евангелие износится на середину храма для совершения малого входа. Во время литургии совершается два входа, малый и великий. Малый вход представляет собой перенесение на престол Святого Евангелия и вход священнослужителей для совершения божественной литургии. Чуть позже мы увидим великий вход, в ходе которого на престол будут принесены святые дары, будут принесены хлеб и вино для совершения таинства причащения, для совершения таинства Евхаристии, в ходе которого они станут телом и кровью Христовыми. Совершающие богослужение архиереи прикладываются к Святому Евангелию, которое сейчас будет торжественно внесено в алтарь. Протодиакон возгласит «Премудрость просите», что означает «внимание, будем стоять прямо и благоговейно». Духовенство поет так называемый входный стих «Приидите, поклонимся и преподем ко Христу. Спаси нас, Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющих Тебе Аллилуйя».
Осенение трикирием и дикирием во время малого входа совершает митрополит Филиппопольский Нифон, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока. Так совершается вход духовенства в алтарь. Только сейчас возглавляющий богослужение митрополит Кирилл, являющийся предстоятелем сегодняшнего богослужения, впервые входит в алтарь и тем самым полагает начало совершению собственной божественной литургии. Напомним, что до этого совершались подготовительные к литургии части – антифоны и ектении. Для входящих архиереев подводятся створки двери царских врат для того, чтобы они могли приложиться к святым иконам, размещенным на обеих сторонах царских врат, центральных дверей иконостаса, центральных дверей, вводящих в алтарь, в святая святых православного храма. Следом за архиереями в алтарь входят сослужащие священники. За сегодняшним богослужением поет несколько хоров. Это сводный хор духовенства Казанской епархии, смешанный хор Казанской епархии, а также хор Казанской духовной семинарии и мужской хор Казанского Богородицкого мужского монастыря. Итак, в ходе действа малого входа Святое Евангелие возложено на престол, и совершающие богослужение архиереи совершают кождение алтаря и иконостаса Казанского собора. Кождение совершает митрополит Нифон. Только что на экране мы видели крупным планом Святой Престол Казанского собора, на котором позади Евангелия за напрестольной лампадой возвышается дарохранительница. Место, где хранятся освященные частицы тела Христова для причащения верующих вне литургии, для причащения болящих на дому или для причащения тех, кто по какой-либо причине не смог присутствовать на божественной литургии. Кождение алтаря и иконостаса сопровождается очередным греческим песнопением из «Палла эти деспота» «Многое лето владыку». По традиции русской церкви это песнопение исполняет мужское трио, стоящее посреди храма.
Пение «Исполаете деспота» завершается повторением этого стиха духовенством в алтаре. Вот звучит праздничный тропарь, тропарь сегодняшнего дня, тропарь в честь Казанской иконы Божией Матери. Текст, хорошо знакомый всякому верующему православному христианину, заступница усердная, Мать Господа Вышнего. Именно этот тропарь в честь Казанской иконы был написан патриархом Ермогеном, тем самым священнослужителем, которым была обретена Казанская икона Божией Матери. То, что текст хорошо знаком верующим, мы можем видеть из того, что текст тропаря поется не хором, а под управлением диаконов поет народ, стоящий в храме. После общенародного пения тропаря в храме в алтаре духовенство поет кандак в честь Казанской иконы Божьей Матери. Тропари и кандаки – это небольшие гимнографические тексты, прославляющие тот или иной праздник, ту или иную чудотворную икону или память того или иного святого. Господи, спаси, Прозвучал возглас Пресвятой Песни: «Ибо Ты свят, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда». После чего протодиакон возглашает: «Господи, спаси благочестивые и услышаны». Это еще одно наследие византийского богослужения, приветственный возглас в честь входивших в этот момент в храм византийских императоров. Вслед за возгласом Тресвятого начинается, собственно, пение Тресвятой Песни, Тресвятого гимна: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Песнопение поется поочередно хором и духовенством. Посреди пения один из возглавляющих богослужение архиереев осеняет народ крестом и дикирием, призывая благословение Божие на собравшихся людей. السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة وأصلحها لأن يمينك غرستها. Митрополит Нифон произнес возглас на родном для себя арабском языке: «Призри с небеси Божий, и вишь,
и посети виноград сей, и утверди и, его же насади, десница твоя. Kyrie, Kyrie, eleison ex uranus, que ide que episceps in ambelum tartin, que catartis en artin en ide episceps dexia Тот же возглас на древнегреческом языке произносит епископ Моравический Антоний из Сербской православной церкви. Призри с небеся Божий, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница твоя. В заключение епископом Гедеоном произносится этот возглас на церковно-славянском языке. Прозвучало архиерейское приветствие «Мир всем». Пожелание мира произнес митрополит Казанский Татарстанский Кирилл, возглавляющий богослужение, и этот первый возглас предстоятеля, прозвучавший за сегодняшней литургией. Начинается чтение Священного Писания, чтение апостольского послания, посвященного сегодняшнему празднику. Перед чтением Священного Писания звучит так называемый прокимен, избранный стих из Псалтири, который попеременно возглашается читающим апостол-диаконом и повторяется хором. Для богородичных праздников прокимен берется из Евангелия от Луки, стих из так называемой песни Богородицы «Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе спасе моем». Перед чтением Священного Писания вновь совершается кождение храма. Чтение для богородичных праздников взято из послания к филиппийцам святого апостола Павла. На время чтения преемники апостолов, епископы, садятся на седалище на горнем месте алтаря. Смирил себе, послушливый даже до смерти, смерти же крестную. Тем же и Бог его превознесе, и даровай ему имя, еже паче всякого имени,
то имени Иисуса всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и все язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, Слову Бога. Если пройтись по историческим фактам, связанным с иконой Казанской, с Казанской иконой Божьей Матери, то начать, наверное, нужно с того, что она стала чудотворной буквально сразу же по обретению, да? Два человека, слепых человека, которые сопровождали ее в храм, сразу прозрели. Да, первые чудеса от Казанской иконы были явлены уже вот буквально сразу после ее обретения из земли, и в ходе самого первого крестного хода, когда она переносилась в ближайший храм, уже произошли чудесные исцеления, которые потом не прекращались на протяжении многих лет, десятилетий, сделав эту икону действительно чтимой и почитаемой разными слоями населения, представителями разных городов и весей, а к нашему времени, наверное, Казанская икона Божьей Матери является одной из самых известных и почитаемых богородичных икон во всем христианском мире и восточного, и западного полушарий. Когда вы говорите одной из, то сюда следует еще отнести, наверное, Владимирскую, Смоленскую. Владимирская, Смоленская, да, Тихвинская, Почаевская икона Божьей Матери. В принципе, у каждых, наверное, народов, у каждых стран есть свои наиболее почитаемые чудотворные богородичные образы, но Казанская икона, конечно, является одной из всемирно известных и всемирно почитаемых. А если продолжить говорить об исторических фактах, связанных с иконой, с Казанской иконой Божьей Матери, то, наверное, мы начали уже говорить о том, что эта икона сопровождала ополчение Дмитрия Пожарского в 1612 году, а далее в 1636 году казанский образ признан государственной святыней, палладиум царского дома Романовых, защитницей столицы царства и охранительницей трона. Современники Петра I были убеждены в том, что победа в Полтавском сражении одержана по заступничеству Божьей Матери. Июль 1709 года. Накануне решающей битвы со шведами горячо молился перед чудотворным образом сам Петр I со всем своим войском. А в 1812 году перед ней молился Кутузов. 22 октября, это по старому стилю, в день осеннего празднования, иконы «Русские войска» одержали первую победу над французами. 1880 год. В Зимнем дворце народовольцы устроили чудовищный теракт. Взорвано 30 килограммов динамита, в результате чего разрушено перекрытие между первым и вторым и цокольным этажами. Комната, где находилась икона, полностью уничтожена. Сам образ не пострадал. Очевидно, помощь Пресвятой Богородицы и в Великой Отечественной войне. Маршал Жуков возил Казанскую икону по всем фронтам. Наша Казанская икона даже была отправлена в космос. Случилось это в 2011 году. И сестра Ебе, нарицаемая Мария, и же сердце Совершается чтение Евангелия. Евангельский отрывок для богородичных праздников взят из Евангелия от Луки и повествует о том, как Господь пришел в некое селение, где произносил проповедь. Господи, не пришедшие Ему прислуживали две сестры, Марфа и Мария, ученицы Господни. Рецил моей, да ми поможет. При этом Мария предпочла слушать наставления Спасителя, Марфа хлопотала по хозяйству и в какой-то момент, раздосадовав, попросила Господа, чтобы он напомнил Марии о необходимости помочь ей. Мария же благую В ответ она слышит слова Господни: «Марфа, Марфа, ты печешься и заботишься о многом, одно же есть на потребу. Мария же благую часть избрала, которая не отнимется от нее». воздвигши некая жена, Слышав это, некая женщина из народа сказала: блаженна чрева, носившая «Блаженно чрево, носившее тебя, и грудь, которой ты питался». Тем самым
может быть, сама того не осознавая, прославила Божию Матерь, назвав ее чрево блаженным. слышащие Слово Божие и хранящие. В ответ Господь сказал, что блаженны те, кто слышит Слово Божие и сохраняют его. Богослужение всегда ведется на какой-то особой интонации. Вот мы сейчас слышали, как он читает. Это же вот такой распев особенный. Веками сложились традиции чтения, возглашения определенных возгласов, определенной манеры чтения Священного Писания за богослужением, напоминающие нам о том, что это не простая речь, не простой какой-то диалог, это общение с Богом. А вот сейчас идут разговоры о том, чтобы перевести богослужение на современный русский язык. Как вы к этому относитесь? Ну, вопрос, наверное, не о том, чтобы перевести. Богослужение всегда переводилось на все языки, потому что богослужение предназначено для людей. Мы понимаем, что Бог понимает любой язык, и поэтому нет языков, подходящих или не подходящих для богослужения. Современное богослужение в православной церкви совершается практически на всех современных языках. И даже сегодня мы с вами слышали возгласы, произнесенные и на арабском, и на английском языках. В нашей стране богослужения совершаются на языках народов России, на кряшенском, на чувашском, на марийских, мордовских языках, на удмуртском и так далее. Поэтому в этом смысле русский язык не лучше и не хуже, чем остальные. Он также, конечно, имеет право быть богослужебным языком. Другое дело, что веками сложилась традиция совершения богослужения на церковно-славянском языке, который для многих является такой языковой иконой, символом единение с предыдущими поколениями, поэтому, конечно, большинство верующих отдает предпочтение сохранению именно церковно-славянского языка в богослужебной практике. Да, если перевести все на русский, на современный язык, то, конечно, утратится какая-то торжественность, важность момента. Да? Ну, да, есть такая точка зрения, хотя, конечно, мы должны понимать, что те, для кого язык, скажем так, является препятствием, естественно, что они могут молиться на русском языке, если они сами того хотят, и если для них такой способ общения с Богом является более приемлемым. То есть язык – это все-таки вещь служебного характера, да, она не должна, как ничто другое, не должно заслонять собой само истинное богообщение. Да, согласна. Так, подходит к завершению первая часть божественной литургии, так называемая литургия слова, центральным моментом которой было чтение Священного Писания, и произносится еще несколько ектений, таких кратких молений, молебных воззваний, приглашающих людей помолиться о тех или иных нуждах церкви, страны и всех собравшихся. Святейший патриархи православный и создатели святые обители сия, я все прежде почившие отцы и братья, сдержащих и повсюду православных. За сугубой ектенией, так же, как и за великой, которая звучала в начале литургии, возносятся молитвы о Святейшем Патриархе Московском и всей Руси Кирилле, о совершающих богослужении пресвященных архипастырях, о всех сослужащих священниках, диаконах, всех предстоящих и молящихся, а также о богохранимой стране нашей, властях, воинстве, народе ее. За сугубо ектенией церковь устами диакона также приглашает помолиться о конкретных людях, нуждающихся в этих молитвах, просивших этих молитв у церкви. С умилением в сердце
сокрушением, Тебе припадем истинящего пиемти, исцели болезни, урачуй страсти души телес рабов Твоих, тяжко болящего Ирия Валерия, тяжко болящего Константина и прости, яко благосердца прегрешение вольное и невольное, и скоро воздвигнет... Звучат призывы помолиться о наших болящих собратьях, что, наверное, особенно актуально в наше непростое время. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святе месяческим храме всем, рождающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Звучит молитва об избавлении от губительного поветрия, от распространяющейся коронавирусной инфекции, ежедневно возносимая во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Звучит заупокойная Евсения, во время которой поминаются усопшие православные христиане. Только что на Евтинии прозвучали имена почившего казанского и свияжского митрополита Ефрема, возглавлявшего Казанскую епархию в годы смутного времени и благословившего народное ополчение Казанской иконой Божией Матери, а также имена князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, а также всех вождей и воинов, принявших участие в освобождении Москвы и Отечества от иностранных интервентов.
Звучит Ектения об оглашенных. Напомним, что оглашенные – это те, кто готовится к принятию святого крещения, изучают основу веры, проходят так называемое оглашение или по-гречески катехизацию, но пока еще не принял святого крещения и не является полноправным членом церкви. Соответственно, после этой Ектении и сопровождающей ее молитвы оглашенные слышат призыв покинуть храм, поскольку дальше в богослужении должны принимать участие только члены церкви, только крещенные, верующие православные христиане. Мы видим, что среди диаконов, также совершающих богослужение в синих богородичных облачениях, один облачен в белые ризы. Это означает, что за сегодняшним богослужением состоится таинство его рукоположения, его посвящение в следующую степень священства, в пресвитерский сан. То есть сегодня, за сегодняшней литургией, из диакона он станет священником. Завершилась литургия слова или литургия оглашенных, и начинается литургия верных, то есть та часть богослужения, за которым, как мы уже ранее сказали, могут присутствовать только верные, то есть только полноправные члены церкви. Приближается время Великого Входа, переноса святых даров с жертвенника на престол для их будущего освящения, для совершения таинства Евхаристии. Этому действу будет предшествовать умовение рук, возглавляющих богослужение архипастырей. Начинается пение херувимской песни, одного из важнейших песнопений божественной литургии. Мы, таинственно изображая собой херувимов и животворящей Троицы, Тресвятую песнь припевая, всякое ныне житейское сейчас отложим по печенье. Напоминаем, что прямую трансляцию божественной литургии в честь Казанской иконы Божьей Матери ведет телеканал «Татарстан. Новый век».
мы видим, как совершающие богослужение духовенства отходят от Святого Престола и направляется в северную часть алтаря, где расположен жертвенник, тот стол, на котором осуществляется приготовление хлеба и вина для дальнейшего таинства приложения в тело и кровь Христовы. Там будет завершен чин архиерейской проскомидии, то есть вот этого чина приготовления даров, в частности, из принесенных и пожертвованных верующими просфор, специальных церковных хлебов, архипастыри вынут частицы о здравии и о покоении, поминая поименно тех верующих, за которых эти дары были принесены. Перед Великим Входом также совершается кождение алтаря и храма, наполняя его благоуханием в знаменовании важности и торжественности наступающего момента. Кождение диакон совершает, имея на плече воздух, большой покровец, которым покрываются дискос и чаши, те сосуды, в которых находятся хлеб и вино, готовящиеся к освящению, к приложению в тело и кровь Христову. Отец Антоний, вот много раз приходилось бывать на такого рода божественных литургиях праздничных, да, и кажется, что все идет по канону, по чину, а всякий раз кажется, что все-таки как-то иначе. Да, действительно, богослужение всегда совершается строго по уставу, по уставным предписаниям, но каждое богослужение, по сути, является как бы новой нашей встречей с Богом, и, наверное, поэтому переживается каких-то особых эмоциях. Каждый раз, может быть, кажется, что мы присутствуем как будто бы в первый раз. А еще такой момент, очень часто, особенно это бывает на пасхальных богослужениях, одни и те же стихи, они повторяются по много раз. Это почему так делается? Ну, особо важные тексты действительно повторяются по несколько раз, ознаменовывая тем самым важность их содержимого, то есть чтобы вновь и вновь мы, повторяя их, прониклись тем духом праздника, духом того богослужения, которое совершается, чтобы многократное это повторение как бы помогло нам дойти до смысла произносимых слов. Да, в миру говорят, повторение – мать учения, да? Действительно, это так. За многовековую историю православного богослужения оно наполнилось не только многими многочисленными текстами, но и различными музыкальными вариациями на одни и те же тексты. За богослужениями даже неизменяемые тексты служб мы слышим каждый раз в исполнении хора на музыку разных композиторов. Многие русские церковные композиторы писали свою музыку, вдохновляясь высоким смыслом православного богослужения, и многие композиторы, которых мы знаем сегодня не только как церковных, но и как светских композиторов, почитали за честь для себя составить музыку, мелодию для исполнения отдельных церковных песнопений или даже полного набора богослужебных текстов той или иной службы. А обычно регент подбирает эту музыку или все-таки это правящий архиерей диктует? Естественно, за музыкальную составную службу отвечает регент, но очень часто, конечно, подбирая репертуар для той или иной службы, он согласовывает его с возглавляющим богослужение архиереем.
под крупным планом мы видели сейчас Святой Престол, на котором развернут антиминц. Это четырехугольный плат, в который вшита частица мощей святого мученика, поскольку с древних времен в христианской церкви сохраняется правило совершать богослужение только с положением частицы мощей мучеников, поскольку первые христианские евхаристии в катакомбных общинах совершались на гробницах мучеников, пострадавших за веру во Христа. Начинается процессия Великого Входа. Первым идет диакон, который сейчас будет рукоположен в сан священника. Далее диакона проносят архиерейскую митру, архиерейский амафор, следует архиерейский посох, и вслед за диаконами, совершающими кождение, будут принесены к святому алтарю, к возложению на престол, дискос, содержащий святой хлеб для приложения в тело Христово, и чаша, наполненная вином для приложения в кровь Христову. Далее следуют священники со святыми крестами и с принадлежностями, богослужебными сосудами, которые будут также использоваться для совершения причащения. Совершающий Великий Вход духовенства выстраивается вдоль Солии и Амвона в центре храма. Мы видим, что возглавляющие богослужение архипастыри не участвуют в самой процессии, они встречают ее в царских вратах. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, свято-троицкие церкви Лавры, священно-архимандрита и Господина, высокопреосвященнейшего Нифона, митрополита Филиппа Польского, и Господина Преосвященнейшего Антония, епископа Моравичского, и Господина Преосвященнейшего Гедеона, епископа Макаровского, и Господина Преосвященнейшего Мефодия, епископа Альметьевского и Покульминского, и Господина Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Елабужского, и Господина Преосвященнейшего Леонида, епископа Аргентинского и Южноамериканского, да поменит Господь Бог во царстве Приняв от процессии дискос со святым хлебом, возглавляющий богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил поименные поминовения предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и сослужащих ему преосвященных архипастырей. церковный, священно-игумена Марка, братья, святые обители сия, прихожан, благотворителей, жертвователей, благоупростителей, тружеников, паломников, святаго храма сего, и святые обители сия, строителей святаго храма сего, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Собрата нашего, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Казанского и Татарстанского, запоминает Господь во царстве Своем, всегда, ныне. Митрополит Филиппопольский Нифон совершил поминовение правящего архиерея Казанской епархии, главы Татарстанской митрополии, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Совершил поминовение на церковно-славянском языке, которым он, как и русским языком, свободно владеет, несмотря на свое арабское происхождение.
завершается пение херувимской песни, сослужащее духовенство возвращается в алтарь, и на середине храма мы видим, остается только один диакон, облаченный в белый стихарь, тот диакон, чье рукоположение в сан священника будет совершаться сейчас, в эти минуты. Таинство священства установлено Господом Иисусом Христом, и дар благодати священства преподан им церкви в лице апостолов и их преемников-епископов, через возложение рук которых совершается поставление на церковные степени. Первой из этих степеней является степень диакона, далее следует степень пресвитера, или, как мы чаще называем этот сан священника, иерея, и высшей степенью священства в православной церкви является степень епископа, епископское служение, как при служении преемников апостолов. Рукоположение в епископов совершается собором нескольких архиереев, часто возглавляемым самим патриархом, тогда как рукоположение в священника и в диакона совершается одним епископом. Повели, высокопреосвященнейший владыка, церемониальные возгласы, пришедшие к нам из византийского обихода. Это возгласы, которые напоминают нам о том, что те священные действия, которые совершаются в церкви, они несут в себе согласие всей церкви, да, то есть спрашивается повеление, согласие богослужебного собрания, являющего собой всю полноту церкви, на совершение данного священного действия. Рукополагаемый диакон трижды обводится вокруг Святого Престола, целуя его углы и получая каждый раз благословение того архиерея, который будет совершать таинство хиротонии. Обычно это таинство совершает правящий архиерей той или иной епархии, но вот при таких соборных сослужениях очень часто в знак братского общения между епископами православной церкви он передает это право одному из сослужащих епископов, одному из гостей, для того, чтобы он, совершив данное таинство, тем самым ознаменовал общение, которое существует между отдельными епархиями, отдельными поместными церквами, составляющими единую Вселенскую Христову Церковь. Ставленник, как называют рукополагаемого священнослужителя, преклоняет колено перед Святым Престолом, возлагает на край престола свою голову, и совершающий рукоположение епископ возлагает на него свои руки, почему, собственно, это таинство и называется таинством рукоположения, или по-гречески хиротонией. Итак, начинается таинство рукоположения, и совершающий его епископ аргентинский и южноамериканский Леонид возгласил всеуслышание о том, что божественная благодать, которая всегда врачует немощное и восполняет все оскудевающее, пророчествует, то есть рукополагает Артемия, благоговейнейшего диакона, во пресвитера, то есть в сан священника. Во время чтения молитв таинства рукоположения сослужащие духовенства, а затем хор поют «Господи помилуй», молясь о рукополагаемом священнослужителе.
Песнопение «Господи помилуй» мы слышим и на греческом языке «Kyrie eleison». Отчетливо выделяется голос и такая немножко восточная манера исполнения песнопения митрополитом Филиппопольским Нифоном. Посвящение в сан пресвитера завершается переоблачением нового рукоположенного священника в те богослужебные одеяния, которые теперь ему приличествуют в соответствии с его новым саном. Рукополагающий епископ выводит его к народу и возлагает на него священнические ризы, каждый раз возглашая греческое слово «аксиос» – «достоин». Народ отвечает то же самое слово «аксиос», 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 «достоин», выражая этим самым свое согласие с избранием и посвящением нового священника. Мы видим, как на нового рукоположенного священника возлагается иерейский крест, и ему вручается служебник. Книга, по которой священник совершает божественную литургию и другие богослужения. Духовенство возвращается в алтарь для продолжения божественной литургии. Приближается время освящения святых даров, и звучит просительная ектения, в которой в том числе приглашается помолиться о предложенных честных дарах, то есть святые дары, которые возложены на престол, и время освящения которых наступит через несколько минут. Я вот сейчас наблюдала, как происходило рукоположение священника, и думаю, что все-таки вот такая обрядовая, красивая сторона очень важна в нашей вере, в православии, потому что это вот, ну, своего рода какой-то такой православный театр, что ли. Да, действительно, очень многие обрядовые стороны, взятые в византийском богослужении, которые мы унаследовали, они базируются на традиции, в том числе древнегреческого театра, который призван как бы через такую символическую реальность ввести людей в некий такой особый опыт общения с высшими силами, да, и поэтому, конечно, все вот эти внешние священнодействия, они имеют важное значение по приобщению человека, к уже живущего пока еще здесь, на земле, но к неким реалиям небесного царства. Сюда же, наверное, относится и то, что у нас в храмах, как правило, ну, в соборах больших много золота, много яркого, такого торжественного. Да, все это призвано как раз вот хоть в какой-то слабой, незначительной степени, но отразить вот этот вес блеск и славу грядущего, будущего, вечного Царства Божия. Как и большинство ектений, последнее прошение призывает нас предать всю свою жизнь Христу Богу, помянув при этом
Пресвятую Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию и всех святых. Как и перед чтением Священного Писания, сейчас мы вновь услышим архипасторское приветствие «Мир всем», которые произносит сербский епископ Антоний. И это приветствие означает, что начинается новая часть божественной литургии, часть, посвященная освящению святых даров. «Возлюбим друг друга, да в единомыслии исповедуем», призывает нас диакон, на что народ устами хора отвечает, что исповедуем: Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу, единосущную и нераздельную. Ну, вообще на богослужении не часто услышишь такое вот академическое пение, как сейчас. Да, действительно, оно как раз под стать собору, да, собору, построенному в стиле русского классицизма, и интерьеры которого выполнены как раз в русском академическом стиле. Сейчас диакон возгласил двери, премудрости вонмию, напомнив о необходимости закрыть двери, не только физические двери храма, для того, чтобы никто не входил, не выходил и не мешал совершению величайшего таинства, но и двери нашего сердца закрыть от всех посторонних мыслей, рассуждений, помыслов, для того, чтобы сосредоточиться на главном, на совместном совершении таинства Евхаристии. И звучит символ веры, предшествующий этому совершению, тот текст, который, будучи утвержден на двух первых Вселенских соборах, в краткой форме выражает все догматические истины православной христианской веры, знание которых обязательно для всякого верующего человека. В это время возглавляющие богослужение архиереи склоняются над святыми дарами, а сослужащие священники веют над их головами и над дискосом и чашей большим покровцом, воздухом, символизируя пришествие Духа Святого, который должен снизойти на этот престол и осветить предложенные на нем святые дары. Обратите внимание, что практически всю службу царские врата открыты. Это вот особенность литургии или это особенность вот такой вот торжественной литургии? Всякая архиерейская литургия совершается с отверстыми царскими вратами, так что все верующие могут хорошо видеть и слышать все, что совершается в алтаре. В других поместных церквах, в принципе, по большей части всегда любая литургия совершается с открытыми царскими вратами, но в русской церкви, как в такой наиболее консервативной, сохраняется средневековая практика служения литургии с закрываемыми в определенные моменты царскими вратами, практика, родившаяся в Средневековье, в греческом мире, потом там сошедшая на нет, но в русской церкви сохранившаяся. Итак, начинается евхаристический канон, главная и центральная часть божественной литургии. Ей предшествует призыв диакона: «Встанем добре, хорошо, встанем со страхом, будем внимательны, чтобы святое возношение в мире приносить». И причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Вступительный диалог предстоятеля и народа произносит митрополит Филиппопольский Нифон. Причем первое благословение он произнес на церковнославянском, призыв «Гори имеем сердца» он произнес на греческом, а призыв «Благодарим Господа» произнес на арабском языке.
Итак, благодарим Господа этим призывом. Мы приглашены к участию в Божественной Евхаристии в таинстве благодарения, благодарение за совершенное Спасителем спасение рода человеческого, за Его крестную жертву, к которой мы приобщаемся, вкушая Его тело и кровь во время Божественной литургии. «Достойно и праведно», — отвечает хор. Это достойно и справедливо благодарить Господа. Таков смысл и значение данного диалога. Тон эпеникион имнон адонта воонта кекрагота коллеганта, возгласил митрополит Нифон на греческом языке, что в переводе на церковнославянский означает «победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие». Этой фразой завершается первая часть евхаристического канона, и ответом на это начинает звучать ангельское песнопение «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, полные небеса и земля славы Твоей, Осанна в вышних, благословен грядущий во имя Господне. Осанна в вышних. Осанна в вышних – древнее иудейское приветствие, обращенное к израильским царям, возвращающимся с победой из какого-либо победоносного похода. Именно этими словами был встречен грядущий в Иерусалим Мессия, Христос, вошедший в Иерусалим на свои крестные страдания. Приближается центральный момент евхаристического канона, и мы слышим так называемые установительные слова, слова, произнесенные Христом при учреждении таинства Евхаристии на Тайной вечере. «Приимите, ядите, сие есть тело мое, еже за вас ломимое во оставлении грехов. Пейте от нее все, это кровь моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставлении грехов». Совершается возношение святых даров, диаконы поднимают их над святым престолом. В то время как предстоятель возглашает «Твоя от Твоих, Тебе приносящие, о всех и за вся». Традиционно ведь хор бывает где-то на хорах, там наверху, да, а здесь прям все стоит перед иконостасом, перед алтарем. Такой многочисленный хор, видимо, не уместился просто на балконе хора. Вот мы видим центральный момент Евхаристии, освящения святых даров. Призывая благодать Святаго Духа на предложенные дары, предстоятель осеняет их крестным знаменем, после чего все совершат поклонение перед телом и кровью Христовыми, отныне возлежащими на Святом Престоле.
Особенность литургии, на которой совершается рукоположение священника, состоит в том, что сейчас, после освящения святых даров, частица святого тела была отделена от основной части и будет вручена в руки новорукоположенному клирику с призывом, чтобы он принял этот залог и сохранил его целым и невредимым даже до последнего своего издыхания, поскольку о нем он будет строго спрошен во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Конечно, рукоположение – это особый трепетный момент в жизни каждого священнослужителя. После освящения святых даров совершается поминовение Церкви Небесной и Земной, и мы приглашаемся особенно помянуть, изрядно особенно помянуть Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию. Звучит один из самых известных богородичных гимнов «Достойно есть, яко воистину, положите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тя величаем». Во время этого песнопения возглавляющий богослужение предстоятель продолжает поминовение всех святых, а также усопших христиан, христиан живых, поминовение властей, поминовение собратьев-сослужителей и поминовение всех верующих, а также ходатайственную молитву за хорошую погоду, за мир на земле, за благословение Божие в отношении всего творения. Завершая поминовение, прозвучит призыв помянуть и всех, и вся, то есть всех тех людей, за кого мы молимся, и все то, о чем мы молимся. Сейчас мы услышим, как предстоятель совершит поминовение святейшего патриарха Кирилла, предстоятеля Русской Православной Церкви. Епископа Макаровского и господина Преосвященнейшего
даровать упомянутых епископов церкви в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих и правящих слова Господней истины просит у Бога предстоятель. В ответ один из сослужащих епископов поминает самого митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Казанского и Татарстанского, святые обители сия, священного архимандрита, господина Высокопреосвященнейшего Нифона, митрополита Филиппопольского, господина Преосвященнейшего Антония, епископа Моравичского, господина Преосвященнейшего Гедеона, епископа Макаровского, господина Преосвященнейшего Мефодия, епископа Альметьевского и Бугурминского, и господина Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Елабужского, и господина Преосвященнейшего Леонида, епископа Аргентинского и Южноамериканского, приносящих святые дары сия, Господи, Богу нашему. О великом Господине и Отце нашем Кирилле, святейшем Патриархе Московском и всея Руси, Свято-Троицкий Иоанн, Сергиев и Лаврий, священный архимандрите, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, и о всем священничестве и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, властях, воинстве. Обратите внимание, насколько красив наш собор. Вот сейчас нам показывают купол. Мы знаем, что монастырь в честь Казанской иконы Божьей Матери был заложен еще в XVI веке по указу Ивана Грозного. Известный нам по рисункам Турина собор появился здесь значительно позже, в начале XIX века. Именно этот собор воссоздан ныне. Воссоздан он по архитектурграфическим данным. В основу легли идеи архитектора Филиппа Емельянова, а главным архитектором строительства был Иван Егорович Старов, отец русского классицизма. Именно он получил высочайшее повеление от императрицы Екатерины II создать такой собор, чтобы он ни в чем не уступал главному собору Александра Невской лавры. Троицкий собор Лавры сочетает в себе несколько западноевропейских стилей. Старов решил во многом следовать этому прекрасному примеру. Хотя, уже решая вопрос о материале для иконостаса, он вынужден был отступить от замысла. Итальянский мрамор был заменен на дерево, покрытое сусальным золотом. Но в 21 веке замысел архитектора Старова был воплощен. В иконостасе мы видим красный итальянский мрамор с прожилками сорта Ронсальванте. Колонны, каждая из которых весом почти 3 тонны, выполнены из белого греческого мрамора. Выполнена и греческими мастерами, но у нас в России. В иконостасе Казанского собора 2 сияния. Обратите внимание, это бывает нечасто. Одно возглавие, другое, как обычно, бывает над царскими вратами. Телесное воплощение Духа Святого Голубь окружен огненными языками, которые, согласно 2 главе книги Деяний, сошли на 12 апостолов Сионской горницы.
В возглаве наверху образ Господа Салаофа. От него тоже исходят огненные лучи, потому что согласно нашего прочтения символа веры, восточного христианского обряда, Дух Святый исходит от Отца. И когда мы смотрим на общем плане на иконостас, то по правую и левую стороны воссозданы места главных святынь собора до 1904 года. Слева икона Пресвятой Богородицы, явленной в Казани, справа образ Спаса Нерукотворного, икона XVI века. По-разному можно смотреть на росписи и убранство храма. Большинство из нас просто восхищается красотой и величием. Люди, просвещенные в христианской истории, понимают, почему именно тот или иной образ изображен на фреске. Совершается последняя ектения перед святым причащением, просительная ектения, в ходе которой диакон призывает всех испросить себе прощения оставления грехов и соединение веры и причастия Святаго Духа. Далее будет совершено общенародное пение молитвы Господней «Отче наш».
Вы знаете, мне кажется, что народу все больше и больше становится. Вот сначала службы, как бы они становятся плотнее и плотнее стоят. Да, действительно, мы видим, что количество молящих прибывает, в том числе, видимо, те, кто уже были на литургии в своих приходских храмах, но постарались прийти, чтобы застать и главное центральное богослужение в Казанском соборе. Но вот если сначала люди стояли довольно далеко, широко друг от друга, что было правильно, то теперь все плотнее и плотнее, что уже неправильно. Ваше Господи, преклоните. Итак, мы слышали, как возглас был произнесен на одном из языков Среднего Поволжья, на кряжинском языке. «Вонмем», то есть «будем внимательны», возглашает диакон, и святой Агнец, тело Христово, возносится над престолом для того, чтобы быть преломленным, вложенным в чашу, разделенным для причащения священнослужителями и народом. Приближается момент причащения святых христовых тайн. Звучит так называемый причастный стих, во время пения которого духовенство приготовляет освященные святые дары для вкушения и самими, и присутствующим верующим народом. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Так звучит причастный стих богородичных праздников, напоминающий нам не только о приближении момента причащения и святой чаши, но и о том, что именно с чашей, вместившей в себя всю полноту божества, сравнивается Пресвятая Богородица, и именно этот стих одного из псалмов царя и пророка Давида является как бы неким прообразовательным по отношению к будущему таинству Рождества Христова от Пресвятой Пречистой Девы Марии. Вновь мы слышим тропарь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, заступница усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, в державный Твой покров прибегающим. У южной стены собора размещен исторический киот, в котором до похищения в 1904 году хранилась чудотворная первоявленная казанская икона Пресвятой Богородицы. Данный киот также является одной из святынь воссозданного Казанского собора.
меня такое впечатление, что все-таки в иконостасе, во фресках представлены образы, исполненные в западноевропейском стиле. Да, это типично для русского церковного искусства XVIII, начала XIX веков, той эпохи, в которой был построен Казанский собор, возрожденной копией которого является нынешний Казанский собор. И действительно, в ту эпоху он был расписан в стиле русской церковной академической живописи, находившейся под сильным влиянием западноевропейского церковного искусства. Мы понимаем, что начиная с XVIII века, когда император Петр I прорубил окно в Европу, конечно, многие наши церковные и зодчие, и иконописцы учились у своих западноевропейских, прежде всего итальянских коллег, поэтому следы вот такой европейской позднеренессансной живописи мы можем видеть в большинстве храмов той эпохи. Конечно, концентрацией такого рода храмов является новая столица Санкт-Петербург, ну и другие города России, в частности Казань, третья столица России, тоже не лишены образцов такого стиля церковного искусства. Да, но здесь мне хочется добавить, что первый Казанский собор вообще в России появился в Казани. Прям с гордостью хочется это Это да. добавить. Во время причащения духовенства в алтаре хор исполняет избранные песнопения, так называемый запричастный концерт, песнопения, подбираемые по тематике праздника, написанные на музыку более поздних русских церковных композиторов. Верующие люди готовятся к принятию тела и крови Христовых. Вот мы видим замечательный, уникальный мраморный иконостас воссозданного Казанского собора. Да, он изготовлен из красного итальянского мрамора, хотя мне кажется, что он не красный, а какой-то такой коричневый, зеленоватый, вот такой вот. Но называется красный.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ничто на земле не может обойтись без воды. Вода бывает разная. Бывает вода озерная, речная или родниковая. И источники воды бывают разные. Бывают простые, а бывают целебные, которые даруют человеку здравие телесное и возвращают его силы физические. И никто не знает, почему бывает так, что некоторые источники воды бывают горячими, бывают святыми, обладают различными свойствами исцелять человеческую природу. А все кроется в том, что сам Господь, как Творец неба и земли, устроил так, что дарует свою силу благодатную тем источникам воды, которым сам посчитает необходимым. Так бывает и с иконами, которых множество в храмах наших, которых множество в наших жилищах. И никто не знает, почему одни иконы бывают чудотворными, и почему Господь, Богородица или святые угодники, которые смотрят через эти иконы на нас, иногда очень часто быстро слышат наши просьбы и моления, а иногда медлят в поспешении. И опять же здесь Господь тем образам, которым хочет дать свою благодатную силу, подает ее. Так произошло и с казанским образом Пресвятой Богородицы. Ее история, ее почитание связано с личностями и с событиями российской истории. И прежде всего, это личность патриарха Ермогена, мученика и защитника Отечества нашего. Еще будучи здесь, на Казанской земле, простым священником, он первым описал чудеса, явленные от только что обретенного образа Пресвятой Богородицы. Он написал тропарь, который мы все с вами едиными устами, единым сердцем поем здесь, в этом храме, заступница усердная, Мати Господа нашего, за всех молиша Сына Твоего Христа, Бога нашего, и всем твориши спастися. Святой патриарх Ермоген, как мученик, был оккупантами закрыт в подвале. И по свидетельству истории, когда он умер от голода, и когда открыли дверь его темницы, то его тело лежало на зеленой траве, потому как те зерна овса, которые бросали ему на земляной пол, чтобы он собирал их и ими питался, проросли за время его нахождения в темнице. Действительно, история Казанская очень честно связана со святителем Ермогеном, но и связана она с теми событиями, которые мы вспоминаем в эти дни, со смутой. И нам, живущим ныне и жалующимся постоянно на житейские невзгоды, скорби, наверное, очень сложно представить, что происходило тогда.
период междуцарствия, когда Рюриков уже не стало, а Романовы еще не явились на царский престол. И тогда наша страна, огромная территория, как раненый зверь, оказалась раздираема зубами иноземных шакалов, которые не знали пощады. И тогда пахарь не выходил в поле для того, чтобы сеять, потому что понимал, весь его урожай украдут и разграбят. И тогда купец не выходил на дорогу, потому что знал, что не довезет свой товар. И тогда деревни и села пустели, и крыши домов провисали, потому что некому было хозяйствовать в них. И даже собаки в деревне не гавкали, потому что было не на кого. И некому было погребать телеса умерших, потому что не было ни власти, не было ни чаяния доброго, ни надежды на что-то лучшее, на лучшее будущее. Народ устал присягать правителям, не запоминая их имена, потому что целовали крест, присягая то одному, то другому, то третьему. И всякая святыня присяги терялась, потому что терялся всякий смысл присягать правителям, которые менялись очень часто. Но как бывало не раз в нашей истории, когда оскудевают силы человеческие, сила Божия является, и победа действительно пришла оттуда, откуда не ждали. И когда уже упования не было, то решение явилось неожиданным и чудесным образом. Народ, все вместе, чувашин и мордвин, русский и татарин, собравшись в полки, двинулись на Москву для того, чтобы освободить Белокаменную, дом Пресвятой Богородицы, неся как знамена хоругви с изображением лика Спасителя и Пречистой Его Матери. И как не раз бывало в нашей истории, действительно, воодушевившись этими знаменами, пришли все вместе под стены Кремля. А уже тогда в Кремле совершалось католическое месса на латинском языке. И иноземные правители носили на своих главах шапку Мономаха. Но мы знаем, что душа православного человека как бы не грешна была, и сколько бы раз не забывала Бога, в тяжелые времена всегда обращая свои мысли и взор сердечный к Богу и к Его Пречистой Матери. Так было наверняка и тогда. И Матерь Божия услышала эти молитвы, и как некогда в Кане Галилейской она обратилась к своему сыну, видя смятение людей, пригласивших их на свадьбу. Вина не имут, то есть вина нету у них. Может быть, в этот раз, во времена смуты, слыша мольбы и просьбы, и молитвы и святителя Ермогена, и преподобного Сергия Радонежского, который, явившись святителем Церкви Христовой, сказал: «Суд об Отечестве нашем приложен на милость молитвами Богородицы». Так вот, наверное, тогда Матерь Божия, обращаясь к своему Сыну, сказала:
Да, Господи, ума они не имеют, ума не имут. И смелости нет у них, и воли нет у них, и разума нет у них, и твердости. И, наверное, как тогда в Кане Галилейской вода превратилась в сладкое вино, так и в те времена молитвами Богородицы трусость стала смелостью, мелочный эгоизм превратился в благородство, и неимение ума стало мудростью, которая поспешествовала этой победе. Она может сделать это и ныне, и теперь, и всегда. Сделать так, чтобы изменились мы, изменилась наша внутренняя природа, если она со своими словами молитвы обратится к Сыну Своему. Если она этого захочет, если мы ее об этом от всего сердца попросим. Придите, христоименитые люди, почерпите воду жизни, воду живую из неиссякаемого источника, который бьет и не перестанет бить по воле Господней молитвами Пресвятой Богородицы. Всем полезное даруй, и вся спаси, Богородица Дева. Ты бы еси божественный покров рабом Твоим. Аминь. Проповедь в честь сегодняшнего праздника произнес благочинный Первого Казанского округа, настоятель храма Сошествия Святого Духа в ограде Казани, протоиерей Алексей Чубаков. Приближается момент причащения святых христовых тайн, и сейчас святые дары будут изнесены из алтаря в храм для причащения собравшимися верующими. А пока мы ожидаем, когда это произойдет, я хотела добавить еще вот о тех чудесах, о которых говорил отец Алексей. И еще один такой момент очень важный, он исторический, он документальный. В 1941 году, начало войны, многим казалось, что спасения уже не будет. И тогда митрополит гор Ливанских Илья получил откровение свыше. И там ему было сказано, все, что ему было сказано, он передал советскому руководству. Самое удивительное было то, что Иосиф Сталин выполнил все, что было велено. И согласно велению, после окончания войны Сталин должен был рассказать, как все произошло. Уже после войны Сталин узнал, что митрополит Илья каждый день молился перед Казанской иконой Божией Матери о победе России. Сталин отблагодарил митрополита Илью, подарив ему икону Казанской Божией Матери, крест с драгоценностями Панагею, украшенную драгоценными камнями из всех областей страны, чтобы вся Россия смогла участвовать в этом подарке. Вот такой факт исторический. Исподобия служа причастия пречисти Твои таинства, во оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайна, дне Сына Божий причастниками прими, не во врагом Твоим тайну повем, не лобзания Ты дам, яко Юда, но яко разбойник исповедуют я, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд, или во осуждение будет не предшашение святых Твоих тайн, но во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Совершается причащение народа телом и кровью Христовыми,
А мы пока кратко можем вспомнить историю святой обители, где мы сейчас находимся. Напомним, что монастырь на этом месте был основан буквально сразу после обретения Казанской иконы Божьей Матери, которая состоялась в июле 1579 года. Получив известие об этом чудесном событии в ограде Казани, царь Иван IV Васильевич распорядился учредить на месте чудесного обретения иконы женскую обитель и поставить храм. Вскоре в царствование его сына, царя Федора Иоанновича, первый деревянный храм был заменен на каменный храм на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери, и этот храм просуществовал до конца XVIII века. К этому времени он существенно обветшал, и возник проект строительства на этом месте нового, большого, грандиозного собора. Этот проект был осуществлен в царствовании императора Павла I, который лично участвовал в закладке этого святого храма вместе со своими сыновьями, великими князьями Александром и Константином Павловичем. И уже при его преемнике, императоре Александре Павловиче, собор был достроен и освящен незадолго до начала Отечественной войны 1812 года. Этот святой храм просуществовал до 30-х годов XX века, когда он был варварски уничтожен, будучи взорван. У одного философа я прочла: каждый народ имеет свои дарования, определяющие характер его стремлений, интересов и жизни, согласно которым народы осознают и называют себя. Так, по стремлению к силе и богатству Британия назвала себя великой, Германия назвала себя ученой, а Лабелла назвала себя Францией по любви к изяществу и красоте. Русский народ, особенно одаренный религиозно, назвал себя по особой любви к святости – Святая Русь. И мне кажется, это не просто такое высокопарное, такое красивое название, но это еще и очень глубокое по содержанию. Действительно, в это словосочетание, наверное, входит и какой-то призыв к святости, ожидание святости и от себя, и от своих потомков, и в то же время, наверное, русский народ, как один из народов христианских, дал значительное количество святых, тех, кого сегодня прославляют и почитают в разных концах христианского мира, представители других народов, национальностей, иной государственной принадлежности. Тем не менее, русские святые, русские святыни, святыни, происходящие из российской земли, почитаются христианами всего мира. Тем самым напоминая о том, что вот это словосочетание «Святая Русь» — это, как вы и сказали, не только какое-то высокопарное, может быть, самомнение, но и действительно вера в то, что народу России Господь верил особое служение в подражании святости и святым. Как мы видим, причащение совершается в несколько чаш для того, чтобы все присутствующие могли спокойно подойти и причаститься святых тайн. Оно совершается в разных частях собора. В центре собора, на амвоне, причащение совершает епископ Моравический Антоний, представитель патриарха Сербского при Московском патриаршем престоле. Воссоздание Казанского собора также непосредственно связано с сегодняшним праздником, с Днем народного единства. Именно в этот день президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым был подписан исторический указ о создании Болградской исламской академии и о воссоздании Казанского собора. Буквально за несколько лет эта величайшая святыня нашей страны была воссоздана, и
в нынешнем году освящена при участии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 21 июля 2021 года. Напоминаем, что продолжается причащение верующих телом и кровью Христовыми. Таинство причащения является важнейшим таинством христианской церкви, тем таинством, в котором человек соединяется со Христом через вкушение Его плоти и крови, тем самым приобщаясь к божественной благодати и получая для себя благодатную помощь в борьбе с грехом, в том, чтобы созидать в себе Царство Небесное, наследником и причастником которого призван быть всякий верующий человек. Так, причащение народа завершилось, и пением хвалебного гимна «Аллилуйя» народ выражает благодарность Господу за преподанные Ему святые дары. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Приближается завершение божественной литургии, и богослужебные сосуды переносятся обратно с престола на жертвенник. В частности, сейчас на жертвенник относится святая чаша, содержащая остатки святых даров, которые будут потреблены участвующими в богослужении священнослужителями. Звучит благодарственная ектения, в которой верующие призываются вознести благодарение Господу за причащение святых тайн. Наступает время одной из заключительных молитв литургии, так называемой заамвонной молитвы, которую читает священник, спустившись под амвон и став вместе с собравшимся народом. По традиции
за той литургией, на которой совершалось таинство рукоположения, эту молитву читает новорукоположенный священник. Уповающих на Тебя мир мирове Твоему дару, церковь Твоим священникам воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершенствуешь и есть, хотя я Тебе, Отца Светов, и Тебе славу, благодарение, поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Приближается время отпуска божественной литургии и звучит песнопение «Буди имя Господне благословенно отныне и до века». Благословение Господне на вас, Богу благодатью и человеколюбие, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистые Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и же во святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, святых и праведных Богу Отец и Оксаяны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбив. Прозвучал отпуст божественной литургии, заключительное молитвенное благословение литургии, на чем она завершилась, и мы видим, как духовенство вышло на середину храма для совершения крестного хода. В нынешнем году, в связи со сложными эпидемиологическими условиями, крестный ход, традиционный крестный ход общегородской не совершается, но будет совершен малый крестный ход вокруг Казанского собора. Обремененный грехи многими, предстоящих и молятся Тебе умилуй. Праздником! Благодать всегда! Ваш от души. Крестный ход имеет целый ряд значений, духовных, символических. Прежде всего, он напоминает о том пути, который прошли ученики вслед за Спасителем, сопровождая его на Голгофу, и еще напоминает о том шествии жен-мироносец, которые рано утром воскресного дня пришли для того, чтобы помазать тело погребенного Спасителя, но не нашли его во гробе, став первыми свидетелями его воскресения из мертвых. Кроме того, шествия со святынями, совершаемые вокруг храмов или вокруг городов, издревле символизируют определенный духовный подвиг людей, которые своим шествием стараются предпринять некие
в том числе и физические труды, прославляющие Господа в надежде на получение Его милости и благословения. По традиции крестный ход в православных храмах совершается по направлению навстречу к движущемуся солнцу, которое символизирует Господа, которого часто в песнопениях именуют солнцем правды. Нет, тебе надо, ты первый. Ты первый, знаешь? Ты первый зеркало. Ты первый очко. Для большинства, конечно, крестный ход ассоциируется с пасхальным крестным ходом, совершаемым в пасхальную ночь и предшествующим ночному пасхальному богослужению. По традиции, ночной пасхальный ход, крестный ход совершается с зажженными свечами, другими светильниками, с тем, чтобы особым образом напомнить вот это ночное шествие мироносец ко гробу Спасителя. Вот крестный ход делает остановку у восточной стены собора, с внешней стороны алтаря. Крестный ход сопровождается молитвой, обращенной к Царице Небесной, и окроплением верующих святой водой. Сейчас на экране мы видим крестовоздвиженский храм Богородицкого монастыря, один из тех, которые уцелели от дореволюционного ансамбля Святой обители. Еще недавно, до июля нынешнего года, именно в этом храме пребывал чтимый Ватиканский список Казанской иконы Пресвятой Богородицы, ныне перенесенный в Казанский собор и находящийся справа от центрального алтаря у юго-восточной стены. Крестный ход проходит мимо креста, установленного за алтарем. Здесь находится погребение предшественника митрополита Кирилла на Казанской кафедре, митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, скончавшегося год назад, 20 ноября 2020 года, того архипастыря, при котором началось строительство нынешнего Казанского собора и была возведена основная его часть.
Напомним, что в комплекс Казанского собора, кроме основного верхнего храма, в котором совершалось сегодняшнее богослужение, входит также пещерный храм, сооруженный в подвальной части собора и отмечающий собой место обретения Казанской иконы Божьей Матери в конце XVI века. Первый пещерный храм внутри собора был устроен в начале 20-го столетия, накануне празднования 300-летия дома Романовых, при деятельном участии члена императорского дома, великой княгини Елисаветы Федоровны. С восстановления пещерного храма началось возрождение Казанского собора. Пещерный храм был освящен раньше, чем основной верхний храм. Пещерный храм посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы, тому празднику, в честь которого был освящен самый первый деревянный храм на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери времен царствования Ивана Грозного. О, Пресвятей Владычице нашей Богородице, помолимся всем сим. О, Пресвятей Владычице нашей Богородице, помолимся всем сим. О, Пресвятей Владычице нашей Богородице, помолимся всем сим. Итак, совершив крестный ход, духовенство и верующие вернулись в собор и проследовали к южному иконостасу, в центре которого расположен чтимый ватиканский список Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Здесь будет совершено славление в честь Божьей Матери и в честь чудотворного ее образа. Казанская икона Божьей Матери представляет собой иконографический тип адигитрии, то есть образа Богородицы, где Спаситель изображен на ее левой руке. И в отличие от большинства других образов адигитрии, Тихвинской, Иверской, Смоленской, казанский образ изначально обращал на себя внимание тем, что это такое оплечное изображение Богородицы и Спасителя, так что рук Божьей Матери на иконе не видно. Лица Богородицы и Христа обращены непосредственно к молящимся. В момент обретения эта икона произвела на окружающих впечатление своей новизной, тем, что она не только сияла новыми красками, как будто не пострадала в городском пожаре, но и тем, что прежде очевидцы не видели именно такого варианта изображения Богоматери.
Итак, завершается молебен перед чудотворной иконой Божией Матери, молебен, с которым духовенство и верующие обошли вокруг Казанского собора, и звучит пение заключительной молитвы этого молебна «Царица моя преблагая». Итак, богослужение завершается. Мы видим, что возглавлявшие богослужение архиереи уже разоблачились, вышли на амвон, и протодиакон возглашает многолетие святейшему патриарху и участвующим в богослужении архиереям, духовенству и всем молящимся. Господину Преосвященнейшему Мефодию епископу Армянинскому духовенству и
господину Преосвященнейшему Иннокентию епископу Ивановскому и господину Преосвященнейшему Леониду епископу Аргентинскому и Южноамериканскому, Богохранитель в стране нашей российской, с богоспасаемым и силой воинству и народу я, всечестному игумену Марку, братья и святые обители сия, труждающимся благотворителям, прихожим в святые обители сия, всем предстоящим и молящимся, и всем православным христианам, и сохрани их на многое лето. Итак, звучит многолетие, завершающее торжественное богослужение сегодняшнего праздника. Я хочу напомнить, что трансляцию Божественной литургии вел телеканал «Татарстан. Новый век» и комментировали Священник Антоний Ермошин. и Вера Гаранина. С праздником, с Днем памяти Казанской иконы Пресвятой Богородицы и с Днем народного единства. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с праздником великим и праздником по-настоящему всенародным, потому что, Бог сказал,